Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о задержании грабителя, наводившего страх на жителей Дербышек. Он брал лопатку с собой, подходил, говорил, чтобы деньги кидали на землю. Махал руками после аварии. Он бы меня закопал живьем. И что считает второй участник столкновения? Женщина подумала просто, что я хочу уехать, и взяла меня, вцепилась за куртку. А также сбил маму с коляской. Не останавливался, говорит, ехал и все, говорит. Просто сбили ребенка. Мужчина не имел права садиться за руль. Это и не только прямо сейчас. Подозреваемый в серии нападений на женщин в поселке Дербышки задержан. Напомним, череда преступлений в микрорайоне не на шутку напугала местных жителей. Люди отправляли друг другу сообщения о якобы свободно гуляющему по городу маньяке и делились подробностями в социальных сетях. Где слухи, где вымысел и почему задержанный не помнит, насколько человек напал. Во всем этом разбиралась Алия Хайруддинова. И сколько жертв было у вас? Я не помню, там 3-4. 5. Сообщения о преступнике, орудовавшем в поселке Дербышки, стали появляться в социальных сетях и мессенджерах без малого неделю назад. Люди массово рассылали фотороботы и голосовые сообщения, которые с каждым разом обрастали новыми подробностями. Уважаемые родители, будьте осторожны, это не шуточки. Вчера было нападение на мою сотрудницу. Разошлитесь, пожалуйста, потому что могут пострадать наши близкие. Реально в 3 часа было нападение на мою жену. Жена чудом убежала. Сегодня утром по улице Солидарности он напал на одну бабушку. Бабушка еле выжила. Никакого маньяка, говорят полицейские, не было. Был грабитель. Правоохранительные органы узнали о нападениях 25 января. В тот день в полицию друг за другом обратились 2 женщины. Одной 42 года, другой 62. Историю рассказали практически одинаковую. Подходил неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал отдать все деньги. Он брал лопатку с собой, подходил, лицо отворачивал, говорил, чтобы деньги кидали на землю. Личность предполагаемого грабителя полицейские установили быстро. Им оказался 43-летний казанец. Мужчина уже был судим за совершение тяжкого преступления. По данному факту следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На задержание предполагаемого злоумышленника были направлены все силы и средства городской полиции. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Утром 29 января 43-летний казанец был задержан на одной из улиц микрорайона Дербышки. На допросе подозреваемый ничего скрывать не стал. В преступлениях признался, но и подробностей не рассказал. Видно, признаете? Да, признаю. Раскаиваетесь? Я раскаиваюсь, очень раскаиваюсь. Я не буду больше ничего говорить. Стражи порядка считают, что не все пострадавшие от его действий обратились в полицию. Сейчас полицейские разыскивают других жертв разбойных нападений и устанавливают подробности преступлений. На время следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, «Вызов 112». Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющева. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, подсудимый дал поручение своим подчиненным закрыть 49 исполнительных производств без реального их исполнения. По этой же версии пенсионному фонду был причинен ущерб в 500 000 рублей. Причиной, считает обвинение, было желание поднять показатели отдела и получить премию. Свою вину подсудимый не признал. В итоге суд, выслушав доводы обеих сторон, вынес Сергею Плющему оправдательный приговор. Тем не менее, ранее в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело. Сейчас оно также рассматривается в суде. По версии полицейских, в 2015 году обвиняемый снял запрет на регистрацию квартиры должника, благодаря чему последний смог ее продать за 2,5 миллионов рублей. Спустя 2 года Верховный суд Республики изъял квартиру у нового владельца, однако денег покупателю так и не вернули. Сторона защиты надеется, что по этому делу Сергея Плющева также признают невиновным. Протаранил машину, напал на автоледи и скрылся с места происшествия. Так описала женщина-водитель «Тойоты» поведение водителя «Шевроле Круз». На пересечении улиц Восстания и Декабристов легковушка врезалась во внедорожник, стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора. После чего, по словам женщины, мужчина и стал вести себя неадекватно. Почему автоледи помимо ГИБДД намерена обращаться еще и в полицию, знает Айгуль Бадруддинова. Если бы вот это было другое темное место,
Он бы меня закопал живьем. Женщина-водитель «Тойоты» не исключала и такой вариант развития событий. Рассказала, «Шевроле Круз» врезалась в нее сзади, когда они стояли на перекрестке улиц Восстания декабристов в ожидании зеленого сигнала светофора. Автоледи признается, хотела мирно урегулировать происшествие, но мужчина, по ее словам, был явно к этому не готов. Сказала, в общем, ему, давайте, говорю, копию паспорта снимем и напишем, что вы вину свою признаете, если есть повреждения, то по экспертизе вы эти повреждения через страховую или любым другим путем устраните. Значит, после этого он у меня, когда я подошла номера фотографировать, он у меня вырвал телефон, выбросил его на дорогу. Меня, стал толкать вообще страшной бранью всякой обзывать. Телефон подобрал пассажир легковушки и закинул в открытое окно внедорожника. Затем водитель «Шевроле», по словам автоледи, скрылся с места происшествия. Женщина вызвала автоинспекторов. Он уехал с места ДТП, потом через минут 10 опять вернулся. И якобы он астматик, якобы поехал в аптеку за ингалятором. Но водитель легковушки утверждает, что с места происшествия никуда не уезжал, а лишь пешком дошел до аптеки, чтобы купить своей спутнице ингалятор. Я никуда не уезжал, у меня подруги, да, у меня астма просто, да, и с ингалятором ходил и все. Версию женщины он полностью опровергал, наоборот, утверждает, что она сама и провоцировала конфликт. Женщина подумала просто, что я хочу уехать, и взяла меня, вцепилась за куртку. И вы по какому это хаму вообще покажете? Ужас. Мне, честно, стыдно, что меня вот тут снимает из-за такого, да? Но если бы хотя бы там была хоть вмятина какая-нибудь, или я человека сбил, да? Или я под наркотиками бы ехал, или еще что-то. Тогда я прекрасно понимаю. Просто, ситуация такая получилась. Женщина на нервах была вся и подумала, что я уеду, да? И все вину я свою, конечно, признаю. Я ее немного задел, да, моя страховка все оплатит. Но только этим, вероятнее всего, дело не закончится. Автоледи намерена обратиться в полицию с заявлением об оскорблениях в свой адрес. По ее словам, происходящему были свидетели, которые готовы подтвердить каждое ее слово. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Желание развернуться не по правилам привело к крупной аварии на перекрестке улиц Туфана Минуллина и Марселя Салимжанова. Там столкнулись троллейбус и Hyundai Solaris. Как рассказал водитель общественного транспорта, девушка за рулем иномарки стала поворачивать налево из правого ряда, тем самым в какой-то момент перегородив ему путь. Удар пришелся на водительскую сторону легковушки. К счастью, скорость троллейбуса была небольшой, и в результате аварии никто не пострадал. Сама же девушка свою вину не признает. Разобраться во всем предстоит автоинспекторам. Не уступил дорогу внедорожнику и протаранил его на полном ходу. Водитель автомобиля «Газель» накануне на перекрестке улиц Мусина и Голубятникова пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил «Ситроен», движущийся по главной дороге. Сильный удар пришелся на пассажирскую сторону иномарки, но, несмотря на это, никто из участников аварии не пострадал. Сбил женщину и коляску с 5-месячным ребенком внутри водитель «Лады» 14-й модели в Набережных Челнах. Дорога была не основной, но знаки, извещающие о пешеходном переходе, на месте. И дорогу женщина переходила по всем правилам. Айрат Назипов узнал предварительный диагноз ребенка и выяснил, что водитель вообще не имел права садиться за руль. Молодая мама с ребенком в коляске только ступила на пешеходный переход, как их сбила «Лада». Водитель не смог остановить легковушку. Жена в поликлинику пошла на прием. Позвонила, говорит, что машина сбила, говорит, не все. Не останавливалась, говорит, ехала и все, говорит. Просто сбили ребенка с женой. Спустя несколько минут женщина и 5-месячного ребенка с подозрениями на сотрясение головного мозга госпитализировала скорая помощь. Водитель и пассажир 14-й наотрез отказались говорить о причинах. Тем не менее, очевидцы предположили, что аварии мог сопутствовать и гололед на пешеходном переходе. Я-то пришла, я выкладывала только. Задом я стояла. И услышала крик женщины, что кричит: ты что делаешь? Все, а там уже народ собрался. Я сам хожу с ребенком отсюда, но да, бывают водители, кто не останавливается. Плюс еще здесь дорога, гололед, очень редко чистят, и получается всегда проблемы получаются. И водители не могут тормозить, и пешеходам трудно передвигаться. Автоинспектор обратил внимание на очень короткий тормозной путь автомобиля и предположили, что женщину-водитель заметил слишком поздно. К тому же стало ясно, что мужчина вообще не имел права садиться за руль. Срок действия его водительского удостоверения закончился, а новый он не получал. Автомобиль отправили на штрафстоянку. За езду без прав мужчине грозит штраф 15 тысяч рублей. Ответственность за наезд на людей будет определяться с учетом тяжести травм, полученных пострадавшими. Айрат Назипов, Любовь Захарова и Андрей Буслаков. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.